Баллада героя Советского Союза Ахметрашида Ашотбекова. В его семье детей 17 было, полуголодных, полураздетых. Он третьим был, хватил он лихо, но знал и верил, жить будет лучше. Похоронил 7 братьев и сестер, ушедших в мир иной от голода. А тетя Хасима, бездетная, взяла его к себе на воспитание. Подняла Ахметрашида и в люди вывела. И парню было счастье, жаль недолгое. Ахметрашид учился, вырос и женился. В колхозе стал работать, и сын и дочь уж были. Жизнь шла на лад. В 40-м году в колхозе были урожаи, потом холодная зима. Все ждали с нетерпением лета. И вот оно пришло, то лето. Война ворвалась в жизни людей и бесы. Да, бесы принесли войну. Пришли топтать родную землю. Ахметрашид жену обнял: вернусь, ты только жди, родная. Мы победим, ты свято верь, и это точно, твердо знаю. Детей любимых к груди прижал, уж двое было, сын и дочка. Я хоть денек еще побыть под крышей дома, да и ночку. Не отрывала бы от груди детей родных, дышал бы ими. Что будет без меня с землей, что будет без меня с родными? И шел на запад Ахметрашид, сражался с нечистью проклятой. Молились дома за него и ждали писем от солдата. Ахметрашид связистом был, налаживал связь умело. Любое задание выполнял четко, быстро и смело. И был замечательный друг у него, тюменец Роман Новопашин. И так воевали 2 героя, бойца. Им чертов фашист был страшен. И шли бойцы, и били врага, в победу верили свято. Сколько же вынести вам пришлось, дорогие наши солдаты. Войска подошли к красавцу Дюпу. Левый берег низкий, пологий, а правый нужно отвоевать. Весь в дотах, крутой и высокий. Неприступная крепость, правый берег Днепра, пули стеной канонады. Но надо фашистов и здесь победить. Все понимали, надо. С обеих сторон миллионы солдат, самолеты сражаются в небе. Орудия, танки стреляют в ребят, и воздух такой, словно пепел. Надо срочно наладить связь, командовать надо войсками. Без связи командования никуда, сражение словно вслепую. Связь срочно, сейчас же восстановить, команду дают такую. Ахметрашид, получив приказ, холодный Днепр ныряет, ищет обрывки своих проводов, находит, соединяет. В холодные воды ныряет он, соединять провода не раз. И все тяжелее и труднее всплывать, но надо наладить связь. От связи зависит, как наши войска смогут пройти вперед. От связи зависит, сколько солдат до Берлина еще дойдет. Связь обрывалась еще не раз. Ахметрашид восстанавливал снова. Он был боец, он был солдат, за отчизну на все готовый. Красная армия правый берег взяла, отбросила фрицев проклятых. Днепр полностью освобожден. Слава России солдатам! Ахметрашид и Роман Новопашин выжили в этом бою и дальше шли, врага настигая, жизнь не щадя свою. Но вышло так, что в Житомирской области погиб наш Ахметрашид. Ушел всегда, на небеса, но подвиг его не забыл. Сколько было надежд, сколько было желаний. У многих России солдат, но война прервала полет светлой жизни. И в земле молодые лежат. Ахметрашид узнал о высокой награде, но звезду в руке не успел подержать. Не успел он любимых сына и дочку по-отцовски еще приласкать. Не узнал он того, что жена Майкамал умерла без него от горя. Умер сын, и осталась дочь Нурдида, круглую сиротою. Не узнал он о том, что 3 брата родных также погибли в бою. Насмерть они стояли, как и он, за отчизну родную свою. Их хоронил Роман Новопашин, друга, что стал ему братом, и плакал скупою мужскою слезой у могилы, солдат по солдату. Великие люди, в тяжелое время страну отстоять вы смогли. Спасибо за все, мы помним, гордимся, вам низкий поклон до земли.